Категорически приветствую, мои замечательные зрители, вместе с радиостанцией Ультра и вместе с вами мы сегодня посетим, представляете, мы пойдем с вами в библиотеку, значит, в Национальную Пушкинскую библиотеку. У меня есть вот такой вот замечательный билет читателя. Даже можно сказать, что это единый билет читателя. Вот он. Не очень хорошо видно, да? А мы сейчас... Я тут очень хитро закрываю свой читательский номер, если вы заметили, да? Я его закрыл. Сейчас мы отрегулируем картинку. Вот, видно. Единый читательский билет, значит, библиотека Республики Мордовия. Такая вот пластиковая штукенция, которая на самом деле очень редкость, я хочу вам сказать, редкость для библиотек областных, краевых, но не всех. В частности, в Ульяновске до сих пор нету. Я там был и хочу сказать с гордостью за нашу республику, что вот у нас в Республике Мордовия есть пластиковые читательские билеты, единые читательские билеты. Правда, какие именно подключены библиотеки, не совсем понятно, но это можно узнать на сайте нашей Национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина Республики Мордовия. И какие именно подключены, пока не знаем, но мы можем посмотреть. Давайте искать, где у них здесь на сайте это написано. Вот о библиотеке. Карта доступности, аудиогид, тут много всего есть. Ресурсы, новости муниципальных библиотек. Давайте глянем. Так, закроем рекламу браузера. Видите. Ну, слушайте, непонятно, где искать, какие именно библиотеки подключены к вот этой единой читательской сети. Вот. Но неважно. Я что хотел вам сегодня показать, мои замечательные зрители. Я хотел показать, как мы можем воспользоваться доступом к электронной библиотеке, в которой уже свыше 1000 книг оцифрованных. И мы попробуем, с чего начать? Давайте зайдем в кабинет читателя, зарегистрируемся. С этим, в принципе, я так понимаю, все просто. Значит, кликаем «Войти в личный кабинет», нажимаем. Значит, тут нужно ввести... Что тут нужно ввести? Имя пользователя или e-mail, пароль. Ну, давайте попробуем. Я сейчас нажму небольшую паузу в записи. А мы с вами... Нет, не то. Итак, продолжаем. Я зашел в личный кабинет. Сразу же советую поменять пароль. Пароль в личном кабинете по умолчанию это год вашего рождения. И если вы знаете номер читательского билета вашей подруги, к примеру, ведь наверняка же у вас есть подруга, которая ходит в библиотеку и даже читает книжки, а не только сидит в Инстаграме. Так вот, вы можете посмотреть, какие книжки ваша подруга читает. Если взять такое любопытство, однако это будет вмешательство в личную жизнь, так сказать, вашей подруги, а это уже перебор, нельзя себя так вести. Итак, вернемся к книжкам. Что у нас есть? У нас есть электронный каталог. То есть я в личный кабинет зашел, теперь мы можем, соответственно, посмотреть, что у нас есть. Каталог, электронный каталог, книги. Давайте глянем. Как интересно. Ничего не понятно, но очень интересно, да? Как шутят в интернете, автор, издание. Давайте все посмотрим. Все поступления за 2021 год. Просто элементарно. Я читал описание, что, дескать, в библиотеке свыше 1000, но не 10 000. Короче, все равно не очень богатый перечень, но тем не менее, смотрите, так.
писатели. Так, а цифровый? Не, это просто электронный каталог, а нас интересует. Должны. Я посмотрю, как пользуюсь. Вот, 1655 полнотекстовых электронных документов, 24 оцифрованные коллекции. Газеты, прикиньте, газета 35-го года. Офигеть, Эрзин Коммуна. Слушайте, а может быть я даже публикацию своего деда найду? Очень любопытно. Давайте поглянем, да? Вот от 22 августа. Давайте-ка мы лучше выключим музыку на всякий случай, а то вдруг качество записи будет не очень, ну, звука, не очень хорошим. Так, Мокшенерзень, ВКБП, Обкомань. Интересно, Эльвачин, каждого дня газета. 35-го года, 5 копеек стоимость. QR-код документа даже есть. Читать документ. Давайте глянем, что было в 1935 году. Так любопытно так порыться в электронных архивах нашей национальной библиотеки. Сейчас узнаем. Все-таки что-то не очень шибко, конечно, работает мой компьютер. Может быть, дело в самом железе, может быть, дело в каналах связи. Вот, но тем не менее. Так, тут какой-то флиппинг-бук грузится. Слушайте, мне нравится, в принципе, неплохо. Для нашей библиотеки, для нашей местности, очень даже неплохо. Слушайте, порыться в архивных документах, почитать. Четыре полосы оцифровано. 1935 год. Это... Ну, не 100 лет тому назад, но прям вот реально давно. Слушайте. Не, я понимаю, что это примерно текст. То есть вот про, значит, как Азимы в Атяшевском районе. Что, собирают? Да. $110 гектаров есть. 12-я годовщина. Собрали Азимы. К 14 числу собрали 110 со 110 гектар. Вы классно, слушайте. Интересно. За год пункт, стоп, очередь. Я не могу. Нет. Слушайте, ну, я не знаю, почему у нас такое пренебрежение к нашим национальным языкам, но мне какую-то прям вот милота, я бы сказал, это все. Так, ладно, давайте посмотрим, какая есть литература, может, что... Может быть, что... Так, ой, какая у меня большая физиономия тут нарисовалась. Так, что у нас тут еще есть? Это новое поступление за неделю, а нас интересуют коллекции. История экономики Мордовия, народное образование. Тут национальные, кстати, я смотрю пока, да? Учебные издания. Женщины Мордовии. Вот давайте глянем, кстати, да? Это прям вот, как и любого мужчину, наверняка заинтересует тема женщин. Тем более женщин Мордовии. Ну, покажите что-нибудь. Введите часть поискового текста. Ну, давайте напишем «красота».
Если женщина Мордовии, то обязательно же красота. Прям вот вне сомнений, да? Найти. Тут еще надо освоиться, конечно, с этим интерфейсом библиотеки, чтобы сориентироваться, что, как и почему. Но, на мой взгляд, в целом любопытно. Если бы еще, конечно, чуть пошустрее бы работала вся вот эта система. Ну вот. Женщины Мордовии с запросом по красоте, ну, никак не связаны. Очень жаль. Очень жаль. Так, давайте-ка вернемся все-таки, наверное, на страницу. На страницу. Да, утомляет, конечно, тормознутость немножко интерфейса. Долго он. Поиск по электронной библиотеке, полные тексты. Я все надеялся найти какие-то книги отдела национальной краеведческой литературы, редкие книги, книжные памятники, издания нашей библиотеки, Красная Мордовия газета, периодические издания районов Республики Мордовия. Давайте глянем в электронный каталог. Ну что ж так медленно? О, каталог оцифрованной книги, оцифрованные журналы. Ладно, давайте оцифрованные книги глянем. А, нет, это же поиск по каталогу, просто поиск, а не те книги, которые оцифрованы. Нет, это все не то. Ну ладно, поддержка по электронной библиотеке. Давайте глянем, что они посоветуют, как ускорить работу. Тема вашего обращения. Слушайте, может быть проблема моего браузера, значит, вот этого супер-пупер криптографического Брейва. Но одним словом, в любом случае оформите себе читательский билет, попробуйте, значит, поработать. Ну, в любом случае, у нас библиотека в Саранске, в центре города, очень удобно, прямо на площади Тысячелетия. В конце концов, можно не заморачиваться электронными технологиями, вот, и прийти непосредственно живьем брать книжки и читать. Вот, берегите себя, не забывайте читать книги, не забывайте заниматься киберспортом, и после посещения библиотеки можете зайти в компьютерный клуб, там по соседству есть компьютерный клуб «Колизей». Хорошего вам настроения!